6 февраля 1992 года в городе Сухум прошла пресс-конференция командования воинских подразделений Временного правительства Республики Грузия. Это было следующим этапом после ввода грузинских войск в Абхазию 2 днями ранее. Это была действительно такая очень интересная пресс-конференция, и у меня сохранилась вырезка того времени, которую мы напечатали в газете «Республика Абхазия». Но что этому предшествовало? Сказать, что как был дано добро на их ввод, собственно, никакого согласия не было. Вот тут конкретно задается вопрос, по-моему, представителям газеты «Свободная Грузия», как вы зашли, через мост или вброд? И Гея Каркарашвили отвечает: мы зашли вброд, потому что, как он объясняет, просто бойцов полка внутренних войск Абхазии, которые там стояли перед мостом через Ингур, их вовремя не проинформировали. Войска, введенные в Абхазию в начале февраля, представляли собой батальон, вооруженный легким стрелковым оружием под командованием будущего министра обороны Грузии, на тот момент капитана Георгия Каркарашвили. Очевидец событий, тогдашний депутат Верховного Совета Сергей Шамба, рассказывает, что войска вошли сюда под предлогом разоружения звиадистов, которые не признавали сменившую Гамсахурдия в Грузии власть и продолжали наращивать вооружение. Ситуация осложнялась тем, что в самой Грузии шли вооруженные столкновения между теми, кто поддерживал свергнутого путем госпереворота Звиада Гамсахурдия, и сторонниками так называемой хунты, пришедшей к власти во главе с Китовани, Иосилиани, Каркарашвили, Сигуа. Такие же события грозили развернуться в Абхазии. Верховный Совет Абхазии только приступил к работе. Конечно, абхазская часть, русскоязычная часть, они так относились нейтрально, это, мол, ваши дела, грузинские. А грузинская депутация, она практически вся была звиадистская. И они активно участвовали вот в этих митингах, где кричали «Долой кровавую хунту Шеварднадзе», и его горящее чучело сбрасывали в море. Шеварднадзе. Да, было такое. И вот они решили как бы навести здесь порядок свой. С целью недопущения подобного исхода, как позже напишет председатель Верховного Совета Владислав Ардзенба, во имя чуждых Абхазии интересов мы были вынуждены наблюдать, как дестабилизируется обстановка в Абхазии. Вот в таких условиях мы согласились на ввод войск под командованием Каркарашвили. Как только это произошло, на контроль выехали Сергей Шамба и Сергей Багапш. Когда мы узнали, что вот они будут вводить свои войска, мне было поручено, и я с Сергеем Багапш, он тогда был зампредседателя Совета министров Абхазии, мы поехали посмотреть. Он был за рулем на его «Жигулях», и мы наткнулись на передовой какой-то отряд, который впереди ехал. Они остановили машину и потребовали, чтобы Багапш вышел из машины. А Сергей Васильевич сказал, что он не выйдет из машины, что он зампредседателя Совета министров. На что они отреагировали очень жестко, передернули автоматы, направили на нас. Но в это время, значит, остановился Икарус с нашими ополченцами. Тогда Народный форум Абхазии уже создавал тоже ополчение, о котором вот сказал Каркараш, этот самый Ломинадзе. И оттуда вышли наши бойцы с автоматами вооруженными, направили на них, помню, их возглавлял Отар Палаванзе, которого мы называли Душман, он афганец бывший был. Сейчас жив и здоров, слава Богу. Как оказалось позже, никаких звиадистов подразделение Каркарашвили не разоружило. Зато, доехав на автобусах до реки Псоу, сам Каркарашвили приехал, к слову, на такси, они устроили настоящий концерт. Устроили там спектакль, выпивали воду из реки,
брызгали друг друга, это все телевидение снимало. Цель была, конечно, показать, что они вот контролируют всю территорию Абхазии, вплоть до реки Псово. Довольно скоро грузинский батальон проявил себя в полной красе. Начались грабежи, мародерство, угон машин. Ситуация накалялась. Там где-то машины в Гаграх угнали, где-то там стрелять начали на пляже по чайкам и так далее. Короче говоря, мы в жесткой форме, Верховный Совет потребовал, чтобы их вывели отсюда. В итоге они были вынуждены вывести войска, потому что население было уже тоже слишком нагнеталась ситуация. Люди были недовольны такими действиями. Кстати, когда они с Псов возвращались в районе Гудаут, там чуть уже тогда столкновения произошли, если бы активисты Народного форума Айтгалара не остановили вот это все. Я помню, Зурабачба, заместитель мой. К требованию воздержаться от бесчинств на территории Абхазии подключился тогда и Конгресс горских народов Кавказа. Надо отметить, это возымело успех. Батальон отступил. Очередная попытка ввести войска Госсовета Грузии была в апреле того же 1992-го. Председатель Верховного Совета Владислав Арзниба ответил категорическим отказом. Подразделения внутреннего полка внутренних войск и ополченцы заняли оборону на Ингурском мосту. Сам мост заминировали. Получив отпор, Госсовет отказался от планов. Как выяснится, совсем скоро, в августе, отказ этот был временным затишьем перед страшной бурей. Илана Каза, Мотор Никамичба, Абаза ТВ.